Но мы продолжаем рассказывать нашим телезрителям, особенно тем, кто впервые видит Алсу, о том, какая она хорошая хозяйка. в том числе. А еще ведущая, певица, как там говорили в кино, комсомолка-красавица. Да. Но еще ведь надо вспомнить, что Алсу получала образование в Останкино, в школе телевидения. Я решила, что вот просто заниматься дилетантством – это не очень хорошо. Я подумала, что нужно знать эту профессию изнутри, и поехала в Москву учиться, в Останкино. Здравствуйте, дорогие друзья и сенмисес. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженная артистка Республики Татарстан, популярная татарская певица Алсу Абульханова-Каршалова. Встречаем Алсу, привет! Здравствуйте! Вот она, наша красавица. Да, я подарочками. пришла, ну, конечно, как положено. Это символ уходящего года, шоколадный петушок, поэтому прямо накануне Нового года его можно благополучно всей семьей там, или как с коллегами То есть он съесть. съедобный? Конечно, Такой конечно. красивый и съедобный. Кулинарное шоу, поэтому съедобный. Рахмет. Ну и, конечно же, вот такой вот альбом. Здесь вошли песни молодых исполнителей, к которым я еще себя причисляю. Уфимских и казанских. Такой дружественный бригабулык называется. Казан, Уфа. Алсу Абульханова, певица, ведущая мероприятий, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Иркуте, окончила Ульяновское музыкально-педагогическое училище по классу баяна и Казанскую государственную консерваторию по классу вокала. В 2006 году получила образование телерадиоведущей в Москве в школе телевидения Останкино. Алсу Абульханова – лауреат и дипломант различных международных конкурсов, шестикратная обладательница премии Alton Bars. Алсу замужем и воспитывает двоих сыновей. Алсу, расскажи, пожалуйста, с каким рецептом к нам пожаловала? Ну, я вряд ли смогу удивить, потому что решила традиционные национальные блюда приготовить. Блюда, которые, наверное, в каждой татарской семье в праздничные дни приготавливается. У нас в Ульяновской области, У ульяновских татар? там, где обитают мишары, да, это называется блюдо жейме. А вообще, как сказать, в Казани я много раз слышала, как каштуле. Руслан, мне понадобится посуда для того, чтобы замесить тесто. Так, вот такая подойдет? Подойдет. Это даже, наверное, много, но... Но она удобная. Обычно мы замешиваем. Ты говорил, что ты любишь разбивать яйца. Очень, Да? очень. Хорошо. Тогда вот... Сколько яиц нам потребуется? Ну, давай 3 яйца, 3 для того, яйца. чтобы тесто было. Ну, предположим, вот. Алсу, наши постоянные зрители уже видели тебя в нашей программе. Это было уже очень давно, на самом деле, да? На заре моей юности. Вот. Я хотел спросить тебя, какие-то вот новые кулинарные шедевры в твоем арсенале появились? Ты знаешь, можешь я похвастаться? приверженец больше европейской кухни. Я люблю погурманить. В семье у меня, конечно, 3 мужчин, это 2 сыновей и муж. И они любят такую простую еду, как национальную, так и такую, знаешь, вот питательную, как говорится, да, чтобы мясо, картошка. Хорошо, ну вот какие-то национальные татарские блюда готовишь для них? Для мужчин своих? Я пробовала, не буду врать, не буду себя расхваливать, я пробовала готовить балеш. Он получился, в общем-то, неплохо, и даже, как положено, я заплела косичку и крышечку. Но забыла положить мясо. Нет, не мясо. Дно немножко подтаяло. То есть вот дно должно быть тоже хрустящим. Оно должно быть таким поджаристым. Ну, я, в общем-то, я над собой работаю. Как и работаем мы сегодня над нашим блюдом. Да. Перемешали яйца и муку. Дальше. Мне нужно сюда щепотку соли и щепотку соды. Так, соль, пожалуйда. Сода. Как это все? Да я вот на кончике ножа просто так. По немножечко, опыту уже, да? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть так подсолю. И соду просто для того, чтобы была пышность, тоже борщить не надо. Но это вот меня все мама этому учит. У мамы это великолепно Это уже получается. традиционный рецепт, да? Да, я не претендую, конечно, на шедевр, но Вкусно должно быть в любом случае, понимаешь, Алсу? я думаю, что... У меня бабушка говорила, когда кладешь в состав, входят вкусные вещи, все должно быть вкусно в любом случае. Ну, а с моим утверждением, я думаю, твоя бабушка также согласится, потому что я считаю, когда ты поешь, то это дополнительный такой ингредиент для любого блюда. Согласна? Нужно спеть? Да. Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи осенние я могу о любви говорить.
Ну, это было из русского репертуара, да? Да, ну вот классического, Алсу скажем у нас, так. наверное, отличается тем, что поет на русском, татарском, английском. Какие еще языки опустил, кстати? Итальянские есть песни. Неужели? Да. Так. Ну, Перекладываем нашу массу. Да, и будем сейчас доводить тесто до того состояния, когда его можно будет уже как бы лепить. Так, ну я тебя, конечно, не отвлекаю, да, такой процесс у тебя очень ответственный. Да. Но попробуй ответить на мой вопрос. Ну какой? Ну, это даже не вопрос, просто расскажи, пожалуйста, вот за этот большой, кстати, уже период времени, что произошло в твоей творческой Кстати, жизни? когда я была у вас в последний раз? Я По-моему, думаю, лет 7 назад, 6-7 лет назад. когда сама на телевидении работала, да. За Вот. это время изменилось многое. Во-первых, я стала чаще работать в качестве ведущей на различных мероприятиях. Естественно, у меня появились новые клипы, новые хиты. Руслан, мне нужна скалочка для того, Так, чтобы секундочку. раскатать это тесто. Прошу. Алсу, вот ты затронула тему ведущего. Тема, которая мне, кстати, тоже очень близка. Да? Расскажи, вот на каких мероприятиях ты работаешь? В какой сфере? Ну, вообще, я, конечно, редко работаю как тамада. Не мое амплуа, я больше веду различные концертные мероприятия в паре, награждения. Кстати, хотел спросить, вот сам лично тебя наблюдал на открытии фестиваля мусульманского кино, который Да. ежегодно проходит у нас в Казани. Расскажи, пожалуйста, немножко. Наверное, Мне ты посчастливилось- впервые там участвовал. Мне посчастливилось второй год быть ведущей «Красной не дорожки». впервые? Да, ведущей «Красной дорожки». В оперном театре было закрытие в том году и в этом году закрытие вот этого мусульманского кинофестиваля, очень грандиозного. Фестиваль очень вырос и прогрессирует. С каждым годом все больше известных имен приезжают к нам в столицу, известные актеры. И, конечно же, в этой сфере появляться мне вот очень интересно, когда соприкасаешься с легендами. В этом году была Светличная, Остроумова приезжали, такие известные актеры, как Конкин. И вот для меня, для человека, который застал поколение советского кино, и я вообще Было любитель приятнее советского вдвойне кино, ощутиться. вдвойне было приятнее, да, потому что я очень люблю наш советский кинематограф. Фильмы актеров, которые приехали, были в составе жюри, я очень люблю и знаю наизусть все фразы и так далее. Ну, Смотри, как я неумело так. раскатываю тесто. Оно у мамы получается круглое-круглое, а у меня получается ты же квадратное-квадратное. актриса, ты же должна делать и сделать вид, что у тебя все самое лучшее. Я и делаю вид. Да, да. Но как человек честный, я признаю свои ошибки. Хорошо, вот давай перед закрытием темы кино. Была ли у тебя мечта все-таки самой быть актрисой и участвовать хотя бы в короткометражном фильме? Ну, конечно, я думаю, каждая артистка, каждая певица, все это очень близко. И каждая девочка, наверное, в детстве мечтает быть либо певицей, либо актрисой. Дальше уже как развиваются события, это зависит от Вдруг самого нас смотрит человека. какой-то молодой режиссер, понимаешь, Ой. который ищет девушку. Молодой которая- режиссер. Я предлагаю удивить его красивой татарской песней. А ты поможешь мне в этом? Я буду молчать. Нет, Я помогу я хочу спеть татарскую народную песню, всем хорошо известную, «Кубаляк». Споем вместе? Кыбаляк геллер японцы. Да, потому что она коллективная. Она звучит именно вот в тандеме. Поэтому, если можешь, присоединяйся, если нет, то, дорогие телезрители, Делай вид. вместе споем. Kübelek güllerige kunsa güller tibrenem iken Kübelek güllerige kunsa güller tibrenem iken Uludan yine sağınığanda Kübelegim tügeregim Asılı kışımı sanduğaçım Jırlap jiberem iken. Танцевала, спела и, надеюсь, накормила. Это все для режиссера молодого, который нас видит. Сейчас один из финальных этапов приготовления нашего блюда. Да, мы переложили на большую доску наше тесто раскатанное, и можно ставить уже Вновь масло. масло. Ты предупреждаешь все мои желания прямо. Да. Да. Я ведь тоже умею Чтобы и люблю накалилось. готовить. И надо вот так вот рукой вот, проверять. Если у вас 6 пальцев, можно пальцем проверить. Нет, не надо пальцем. Так, разрезаем на несколько кусочков. Какие вот у тебя? Ты как тут уже- мужчина не хочешь этим заняться, или я все-таки? Нет, я просто, понимаешь, вот как раз вот в этом-то и индивидуальность каждого рецепта. Да, хорошо. У кого-то полосочки тоненькие, у кого-то на потолще. полосочки, Кто-то, стандартные. кстати, разрезает таким фигурным ножом специально, Да. кулинарным. Вот так вот. У нас не классический рецепт. Мы можем даже из остатков теста попробовать сделать рогалики. То есть можно даже 2 блюда выполнить. Как ты на это? Я думаю, мы успеем. Да. Кстати, Алсу, ты выступала часто за границей на сабантуе. Расскажи, чем они отличаются от обычных наших республиканских сабантуев? И Практически, какие страны ты посетила? ну,
Вообще сабантуй сейчас проходит повсеместно. Меня это очень радует, потому что татары, которые проживают за пределами нашей страны, они очень ждут этого праздника. И вот есть такое слово «тансық», то есть они его с такой любовью ждут, с таким трепетом. Причем, знаешь, татары, которые, ну, предположим, я была в Австралии, в Китае, в этом году мы были в Париже на Сабантуе, и я хочу сказать, что не только татары, но и представители тюркских народов приходят. Приходят арабы, приходят турки, египтяне, вот все, кто проживают. Мусульмане, да? Да, и они, а именно татары, они настолько сохранили свою веру, свой язык, свою культуру, да, что даже можно позавидовать, потому что, не зная русского языка, они прекрасно говорят я на об этом и хотел татарском, сказать, да, да. предположим, на английском и на татарском, это очень интересно, и приходят только в национальных костюмах, одевают колфаки, и что самое интересное, они поют наши песни, они знают наши песни, поют их, танцуют, веселятся, а в принципе сабантуи проходят достаточно вот по стандартному такому национальному порядку, обязательно крэш, обязательно гуляния Скачки. массовые. Ну, нет, скачки, конечно, не все могут организовать, но песни и танцы, это, и застолья хорошие, конечно, это обязательно. Это уже визитная карточка любого сабантуя. Что мы делаем дальше? Разрезаем, да, их на Да, маленькие кусочки? сейчас делаем ромбики, вот такие, Мгм. и потом, В кипящее масло. в серединочке делаем надрез, для того, чтобы один кончик, ну, вывернуть. Тарелочка. вывернуть. А, вот я же говорю, у каждого свой секрет. То есть мы делаем по центру вот такие нарезики. Надрезики, да. Мгм. И Для смотри, чего? и потом перед жаркой мы один кончик вот так вот вытаскиваем и в кипящее масло. Приятно, что мы готовим сегодня замечательное блюдо, которое мы называем кыштыли в Казани, а ульяновские татары. Называют это жейме. Итак, первый кусочек Жейми. жайми давай попробуем сделать. Берем треугольничек, выводим уголочек, немножко не до конца, и бисмилля рахман рахим обязательно говорим всегда Так. перед тем, как... Самый красивый момент приготовления этого блюда. Видишь, как раскрывается? Вау! Классно. Смотри, вот до золотистого состояния поджариваем. То есть здесь передерживать тоже нельзя. Да, потому что... переворачивать? Не-не-не, пока не нужно. Здесь нельзя передерживать, потому что потом будет очень сухим блюдо. Рановато перевернул, пусть еще поджарится. Ну, красиво, да, получается? Вот за счет соды, которую мы положили, как раз пузырики вот такие вот сдуваются. Так, эту партию мы достаем, да, да. аккуратненько. Кто-то любит более поджарить. Вот если перевернуть, видишь, та сторона более красненькая. Я вот люблю, когда немножко подрумянина. Ты знаешь, Руслан, моя бабушка кыштыли, вот жаймены в чай есть опускала накладывала, да. Раньше же пили из пиалок, из блюдечек. И она в горячий чай накладывала, и после этого он такой размекал. И до сих пор помню вот этот запах с детства. Асо, обрати внимание, как все-таки красиво готовится наше блюдо, очень воздушно, Да. с корочкой. Шипит, поджаривает. Все по старинному рецепту бабушки. Но самый лучший еще впереди. После небольшой паузы второе блюдо от Алсу Абульхановой. Не переключайтесь. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, у нас сегодня в гостях очаровательная певица Алсу Абульханова. Алсу, Здравствуйте еще раз. вместе с тобой мы приготовили уже первое блюдо, которое называется жейме. Да. Оно же кыштыли. Он же Гоша, он же Гога. Из оставшихся кусочков теста мы приготовим рогалики. Ну, они еще называются бармак, я слышала. Камля бармаклар. Тамли бармаклар, да. Дамские пальчики. Дамские пальчики. Так, с тестом понятно. Какая будет начинка? Традиционная начинка, как и вот для штруделя, да, приготавливается. Я попрошу тебя намолоть мне немного орехов. Будешь Грецкий. машинкой для помола Так, орехов? ну, смотри, я использую пакетик, такой Давай. древний способ, так скажем, очень удобный. И Нужно скалочкой совсем сверху немного, вот так вот. поэтому, да, вот... Достаточно, да? мгм. Так, хорошо. Туда же я нарежу немного изюма. Я его нарежу, потому что, ну, чтобы он помельче был. Вообще все это через мясорубку было бы, конечно, провести лучше, но сегодня мы все готовим своими руками, да, Да, с любовью. с любовью, да. Ну а мы продолжаем рассказывать нашим телезрителям, особенно тем, кто впервые видит Алсу, о том, какая она Хорошая хозяйка. в том числе, а еще ведущая, певица, как там говорили в кино, комсомолка-красавица. Да. Но еще ведь надо вспомнить, что Алсу получала образование в Останкино, в школе телевидения. Я решила
что вот просто заниматься дилетантством это не очень хорошо. Вот прийти с улицы и сказать, я хочу вести, да. Я подумала, что нужно знать эту профессию изнутри и поехала в Москву учиться, в Останкино. Там, отучившись 2 года, вот в школе телевидения, нас распределили на стажировку. У меня было предложение стажироваться на Европе Плюс, на радио, на котором я начинала работать, или на телеканале «Россия», на 2-м канале, в «Доброе утро». Естественно, я выбрала «Доброе утро». Смешиваем, да? Смешиваем все это. Нет, ну стажировка удалась. Всё. Стажировка удалась. И Начала уже после работать. того, как я закончила, значит, обучение, было 2 предложения. Одно предложение — работать на телеканале «Звезда». Тогда она еще только открывалась. И мне показалось, что это канал какой-то неизвестный, неинтересный. Сейчас я, конечно, понимаю, что, возможно, это было бы неплохим стартом для меня. И канал «Столица». А «Столица», я этот телеканал расценила как узкоспециализированный столичный телеканал. И в это же время поступило предложение на спутниковом нашем канале ТНВ поработать на «Добром утре». И поразмыслив, и плюс взвесив все за и против в связи с тем, что у меня семья и маленький ребенок, я сделала выбор в пользу своего родного телевидения. Спутниковый канал, его смотрят по всей стране, там и не только, и за пределами, да, он с Финляндии, в других странах смотрят этот телеканал. И таким образом вот 2 года отработала на нашем телеканале ТНВ в программе «Доброе утро». Это был прямой эфир, это были ранние подъемы. У нас... Это ведь, на самом деле большое испытание вести прямые эфиры Да, но это, по утрам. это была еще и большая школа. Работа в прямом эфире, она спасает. В любой форс-мажорной ситуации всегда берешь себя в руки, тут же вспоминаешь все свои заготовки, тут же начинаешь говорить. То есть была задача заполнить любые паузы. Пауз быть не должно было, да. И это очень помогает. Кстати, в нашем блюде тоже пауз не должно Не быть. должно быть, Мы давай. смешали грецкие орехи и мелко накрошили изюм. Изюм, который... Далее. Все это можно делать через мясорубку, мы делаем руками, напоминаю. Щепотку корицы, Так, также ножичком. да, корицы. Ага. Как ты думаешь, если мы натрем немного яблока и добавим в начинку? Я ты думаю, не будет против? только ароматнее. И Хорошо. мед тоже добавляем. А мед добавим прямо капельку буквально, чтобы не растекалась начинка. Так, ну я думаю, сколько? Половина. Половинки будет более чем достаточно. Давай сразу туда, Нет, я думаю, что нужно почистить от корочек. Я тебе сейчас все приготовлю. А ты, кстати, можешь противень смазать маслом. Кстати, я думаю, можно использовать масло от нашего кыштыря. Конечно. От джайме, да? Главное же, чтобы не прилипало блюдо к противню. Алсу, ну и все-таки для меня, когда я впервые познакомился с тобой, ты была все-таки популярной певицей, ею остаешься. Вот по поводу песен хотел с тобой поговорить, да? Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимые песни, тем более у тебя 6 алтенбарсов? Алтенбарсы просто так не даются. Есть песни, которые всегда в твоем сердце? Или визитная карточка Алсу Абульхановой? Ну, у меня есть мои любимые песни в репертуаре. Вообще, самый первый алтенбарс был получен за песню «Пар Алкалар», которую мне подарил Зуфар Хайруддинов. Ее, наверное, многие знают. Кайнар сүйүүмнің билгесе деп бүле кеттің миңа алқалар жеме янған асыл ташларыңда күйе сенің жылы назың бар Паралқалар бүле кеттің шешеклі язда Ирегім хислерден ташы түрініп назыға. Вот эта песня «Паралқалар». Молодец. Я хотел сразу взять алтенбарс и сказать: поздравляю, Алсу. Я приму любой алтенбарс с твоих рук. В данном случае. Сюда натираем яблочко. Я уже добавила немного меда. Так, вот сейчас самое интересное будет, как мы будем скручивать наши рогалики бармаклан. Я скручу. Вообще, если честно, это надо делать на мелкой терке, вот здесь. Часть рогаликов На на крупный, а часть на мелкий. Ничего, методом проб и ошибок. Да, но это же все экспромтом сегодня. Конечно. В любом случае, как говорила моя бабушка, будет вкусно. Какой ты хороший помощник, Руслан. Ну, конечно, хороший помощник. И у меня-то часть работы, а вот у тебя в семье помощники, вот, например, те же дети. Как они тебе помогают? Готовить или вообще чем увлекаются? Ты знаешь, вот смотри, я начинаю делать рогалики, Так, да, давай кладем покажи сначала. начинку, да, и просто скручиваем вот так вот рогалик. Вот так вот скручиваем и складываем. Так, тогда ты давай начинку выкладывай, я буду крутить. Хорошо. Что касается детей, вообще я придерживаюсь такого мнения, что мужчина должен уметь готовить.
Обязательно. Обязательно. Мой папа очень вкусно готовил, и всегда, когда мама отсутствовала по каким-то причинам, по работе, он так вкусно готовил, так нас кормил вкусно. К сожалению, мой супруг не умеет готовить. Мы его прощаем за это, потому что это совсем не обязательно. Он много чего умеет делать своими руками по дому. И я решила, что я научу своих детей готовить. Обязательно. И мой старший сын умеет жарить блинчики, умеет жарить картошку. Я считаю, что он всегда своих детей накормит, никогда сам голодным не останется и будет хорошим помощником своей жене. Может быть, его жена скажет мне спасибо. Ну и не забываем, что все-таки лучшие повара – это повара Мужчины. мужчин. Да. Рогалики у нас готовы, мы сейчас отправляем их в духовочку, но все-таки надо отметить, что это у нас такое блюдо-бонус. Да. Отметим, что из одного круга теста можно приготовить сразу 2 блюда и сделать это очень быстро и вкусно. И не только Открывай, два, очень пожалуйста, много духовочку. вариантов, которые можно выполнить. Ну а сейчас мы заварим чай, накроем стол и будем пробовать. Джаймя и бармак. Яйца разбили в глубокую посуду, добавили соль, соду, муку и замесили крутое тесто. Тесто раскатали в тонкий пласт и разрезали на ромбики. В середине каждого ромбика сделали надрез, один уголок ромбика завернули вовнутрь и вставили в этот надрез. Подготовленные таким образом изделия обжаривали во фритюре до золотистого цвета. А из остатков теста приготовили бармак. Для этого тесто раскатали в тонкий пласт и разрезали на небольшие кусочки. Для начинки измельчили грецкие орехи и изюм, натерли яблоко, добавили щепотку корицы, немного меда и хорошенько перемешали. На каждый кусочек из теста выложили немного начинки, свернули рулетиком и выпекали в духовке 15-20 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Ты подписался, Алсу? Подпишусь завтра. Все выпуски нашей программы, все на Ютубе, смотрите и готовьте вместе с нами. Да. А мы уже все приготовили. Алсу, с чего начнем? С каштеля, с джаймя или все-таки бармаклардан с пальчиков? Ну, я думаю, с основного рулетиком? блюда. Основного блюда. Тем более мы его посыпали сахарной пудрой, оно вот так вот красиво выглядит. Хрустящее Аппетитно. получилось. Да. Мы, конечно, как наши бабушки, их не будем в чай макать, да? Можно макнуть. Мы будем пробовать, да? Да, ну, время уже Мгм. настало. Всё. Да, хорошо. Да, да. А я буду как бабушка. Она вот так делала. Так, сверху. Как хрустит? И все-таки Вкусно, традиционные классические татарские блюда, они вкусны всегда. Но у нас ведь еще есть бармаклар, давайте попробуем. Да, это рогалики. Вот нашего замечательного петушка мы убираем. Так, Тем более, что год скоро закончится. выбираем рогалик Рогалик. и пробуем. Начинка очень даже. Вкусно. Спасибо. Алсу, еще раз большое спасибо, что пришла к нам в студию, приготовила, спела, еще и станцевала. Бигзур Ахмед. Вам тоже большое спасибо за приглашение, за подарки, за хорошее настроение. Ну и очередной музыкальный подарок нашим телезрителям. Красивые песни в твоем исполнении. С удовольствием. Хәтердә улы тыныч айлы кичләр, хәтердә бормалы суюлы, онтылмый беренче саф мәхәббәт, онтылмый ак идел сылуы. Онтылмый беренче саф мәхәббәт, онтылмый ак идел сылуы. Бигзур Ахмед. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждый день на канале ТНВ. Sağ olun dostlar. Пока-пока. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба.